Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе о проблемах экономики, эффективности налоговой системы, увеличении таможенных платежей. Президент провел расширенное заседание. Усилить полномочия судебных приставов. Механизм исполнения судебных решений рассматривался на совещании в администрации главы государства. Автомобиль сорвался со скалы. Житель Тольятти погиб в ДТП близ озера Рица. Президент Рауль Хаджимба провел расширенное заседание с участием глав городов и районов Абхазии. Рассматривались наиболее острые проблемы экономического развития республики. Обсуждали пути повышения эффективности налоговой системы, увеличения объема товарооборота и таможенных платежей. В совещании приняли участие глава правительства республики Артур Микваби и руководители ряда министерств. Подробности в репортаже Беллы Кварча. Президент Рауль Хаджимба, открывая совещание, отметил, что на сегодняшний день государство добросовестно выполняет все свои обязательства по выплате населению пенсий и заработной платы. Президент также подчеркнул необходимость более эффективного использования собственных резервов и ресурсов для экономического восстановления страны. Для этого, подчеркнул Хаджимба, необходимы усилия всех участников хозяйственной деятельности, налоговиков, таможенников, местных властей. Сегодня ни для кого не секрет. На границе по реке Псоу проходит ежедневно на ту и на другую сторону пересекает порядка 43-50 тысяч человек. Последняя цифра в один день это бы составляло порядка более 53 тысяч человек. Эти суммы цифр внушительны, если их все вместе сложить за весь период. Страна должна получить от этого потока какие-то дивиденды. А дивиденды возможны от качественной работы соответствующих структур. Первыми отчитывались таможенники. Председатель ГТК Даур Кубахия сообщил, что за 7 месяцев текущего года служба собрала более 465 миллионов рублей таможенных платежей. Глава Гагарского района Беслан Барцис рассказал об основных проблемах района. Сегодня, подчеркнул он, рекордное за весь послевоенный период число отдыхающих в Гагре. В связи с этим увеличена нагрузка на электросеть. Выход найден на данный момент веерные отключения. Мы этот график объявили, дали по телевидению, объяснили населению. Руководство Черноморэнерго практически в полном составе было. Это главная проблема, которую сегодня испытывают жители и гости города. Думаю, что еще недели-две это пиковые нагрузки будут продолжаться, и мы не сможем отойти от этого веерного отключения. Основные проблемы, обозначенные главами районов Абхазии, уборка мусора вдоль трассы Псоу-Сухум, состояние школ и медицинского обслуживания, сложности со сбором налогов с арендодателей жилья туристам. Многие домовладения в этот период представляют собой мини-гостиницы. В ряде районов рассматривается идея по объединению некоторых сельских школ в случаях, когда в учебных заведениях очень мало детей или когда в них не хватает учителей. Глава Галского района Тимур Надарая предложил вариант повышения собираемости налогов. Хочу попросить Кабинет министров в следующем постановлении, которое регулирует переход государственной границы, указать, что за налоговые платежи, за то, что люди не платят налоги, закрыть переход государственной границы без разрешения службы государственной безопасности. Только на совещании вопросом сбора налогов по воде, когда я сказал, что возможно будет закрыто, если для тех, которые не платят налоги по земле, налог поступления за воду увеличилось в 5 раз. Министр финансов Амра Кварандия предложила вниманию собравшихся некоторые данные, которые войдут в проект госбюджета на следующий год. Доходная часть бюджета в окончательном виде пока не сформирована, так как еще вносятся изменения на уровне местных бюджетов. Если будут приняты соответствующие законопроекты, касающиеся налогового законодательства, то бюджет страны увеличится как минимум на 2 миллиарда рублей. Это не только вопросы входного НДС, это и вопросы выпадающих оборотов за счет существующих льгот. Льготы только по НДС, которые выпадают, составляют порядка 20%. Это около 160 миллионов из той планируемой суммы 2016 года, которую мы имеем.
Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков предложил исследовать эффективность деятельности РУПов и МУПов, государственных организаций, которые на сегодняшний день не приносят доходов. На мой взгляд, там огромный скрытый потенциал. Если государство выйдет из некоторых отраслей экономики, которые полностью заняты РУПами и МУПами, за короткий срок эти сектора экономики займет частный бизнес и даст хороший эффект. Президент выразил готовность рассмотреть предложение Серикова и дал задание главам в кратчайший срок до 20 августа завершить все работы, связанные с формированием бюджета. Все данные должны быть проанализированы до 30 августа президентской администрацией и переданы в Народное собрание сразу после завершения парламентских каникул. Рауль Хаджимба также сообщил, что в ближайшее время состоится визит президента Татарстана в Абхазию. Балакварчи, Алексей Агуха, Акоп Кущан, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж совещания смотрите в нашем эфире сегодня. Усилению службы судебных приставов было посвящено заседание в администрации президента, которое вел вице-президент Виталий Габния. Большое количество судебных решений не исполняется. Это связано и со слабой правовой базой, и с нехваткой кадров. Поэтому на совещании было принято решение до вступления в силу закона о судебных исполнителях 16 января следующего года сформировать специальную группу, в которую войдут помимо судебных приставов сотрудники МВД и МЧС страны. Елена Лолова продолжит тему. В стране сложилась ситуация, когда многие судебные решения не исполняются, особенно в части жилищных споров, а суды и прокуратуры завалены жалобами на бездействие судебных приставов. Чтобы изменить ситуацию, было принято решение временно наделить сотрудников Министерства внутренних дел и МЧС полномочиями судебных приставов, которые помогут обеспечивать исполнение судебных решений. У нас на руках десятки судебных решений, которые так и не вступили в силу. Ровно в этой связи люди истцы, у которых и по 2 решения суда порой бывает, они оббивают наши пороги, и нам, друзья, нечего им ответить, и не мне объяснять, коль мы государство, и коль у нас существует третья независимая власть, такая как судебная, то все решения должны претворяться в жизнь. На сегодняшний день при районных и городских судах есть служба судебных исполнителей. К примеру, при Сухумском городском суде работают всего 4 пристава. Они не защищены, лишены права носить оружие и спецсредства. Руководствуются инструкцией 1985 года. Сегодня идет речь непосредственно о принудительном исполнении судебных решений. А поскольку мы не являемся таким структурным, силовым структурам, и нам очень сложно его приводить в исполнение, в силу известных причин, это прежде всего, вы знаете, что физическое воспрепятствование, то есть со стороны выселяемых их родственников, чаще всего так бывает. И на сегодняшний день мы можем обращаться только в органы внутренних дел. Судебные исполнительные, они не наделены полномочиями зайти в дом и выселить, взять человека, они должны ему объяснить, что вы выселены. Когда проходят все сопротивления, сотрудники милиции зайти и должны стать рядом с судебным исполнителем. Судья обратилась к руководству страны с просьбой решить вопрос со складированием описанного имущества, а также помочь наладить взаимодействие всех заинтересованных структур. Этим летом парламент принял новый закон о судебных приставах, который усилит службу, расширит ее полномочия, увеличит штатную структуру и предоставит судебным приставам право на ношение спецсредств. Закон вступит в силу в январе 2016 года. Вторая половина совещания прошла с участием Рауля Хаджимба. В бюджет 2016 года будет заложено финансирование новой и важной для республики структуры, отметил президент. Я просил бы МВД и МЧС оказывать соответствующее содействие вот этим людям. Другого пока у нас выхода нет. И все отговорки о том, что вот там этот человек нас не пускает в квартиру, что там очень сложно с ним разговаривать. Ребята, да мы с вами не государство, если нам сложно разговаривать с кем-то. Работа по выработке механизмов исполнения решений судов в рамках совместной группы будет продолжена. Елена Лолова, Беслан Аджинджал, Абхазское телевидение. В Бзыбском ущелье в результате ДТП погиб уроженец города Тольятти. В операции по поиску тела погибшего и извлечению с дна реки Бзыб его автомашины участвовали водолазы, горно-спасательные отряды МЧС Абхазии и Гагарского района. Об этом в материале, подготовленном пресс-службой спасательного ведомства страны. Трагедия произошла 9 августа в 19:35. В 150 метрах от контрольно-пропускного пункта
в Рицинский национальный парк. В реку Бзыби упал автомобиль «Волга». Управлял ею житель города Тольятти Сергей Арбузов, 1965 года рождения. Очевидцы говорят, что он был в нетрезвом состоянии. Машина на огромной скорости сбила заградительные бордюры и рухнула в реку на глубину 6 метров. К спасательной операции были привлечены водолазы ГИМС, горно-спасательные отряды МЧС, спасатели Гагарского района. Сотрудники МЧС работали в тесном контакте с представителями МВД. Операция проходила при личном участии двух министров МВД и МЧС Абхазии. Работы осложнялись сильным течением реки, водоворотами на глубине и значительным замутнением воды в Бзыбе. Поиски шли до глубокой ночи и возобновились рано утром 10 августа. Спустя некоторое время автомобиль был найден. Для извлечения тела пришлось использовать гидравлическое оборудование. Затем тело на спецтранспорте МЧС Абхазии было доставлено в Гагарский морг. Десятки человек ежедневно поступают с острым состоянием в приемное отделение Сухумской городской инфекционной больницы. В настоящее время она полностью заполнена. О том, как справляется персонал с таким потоком пациентов и как происходит их медикаментозное обеспечение, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Налы Мукба. Первый этаж, сдаете анализы, поднимаетесь сюда, температуру померите. Сколько раз рвота была у ребенка? Летом около 80 человек в сутки, из которых 90% детей обращаются за медицинской помощью в Сухумскую городскую инфекционную больницу. Это в несколько раз больше, чем в другие месяцы. Рвота и понос у ребенка были. Мы пришли, нам дали назначение. И после того, как прокапали капельницу, мы сейчас вот ждем врача. Дальше назначение врач будет давать, что мы будем делать. Но на море 2 дня тому назад купался. Вообще-то он захлебнулся водичкой, может быть, из-за моря. Большая часть пациентов приезжие. Процесс акклиматизации, ослабляющий организм, плюс различные инфекции, подхваченные в морской воде, становятся причиной серьезных заболеваний. Мы приехали из Петербурга. Попали, заболели. Рвота была, температурка была. Отдыхали, купались, прогуливались. Вот, заболели, попали сюда. Таким людям требуется немедленная госпитализация. О причинах отравлений в летний период рассказала главврач Сухумской городской инфекционной больницы. Море. Второе – это, естественно, грязные руки, от них никуда не денешься, особенно дети. Третье – это продукты, которые они кушают. Если даже срок хранения там еще достаточный, но как перевозили, как это все хранилось, никто не знает. И чаще всего родители сами жалуются, то, что эти симптомы начались у ребенка после того, как он покушал какой-то кисломолочный продукт или молочный продукт, или фрукты, которые там, дыня, арбуз, очень часто после этого приходят к нам. Сухумская городская инфекционная больница рассчитана на 60 мест, из которых половина коек выделена на детское отделение. Всего один педиатр ведет прием в этом отделении. В больнице существует острая нехватка врачей, поэтому для работы с детьми вынуждены привлекать медиков из взрослого отделения. Тем не менее, в медучреждении имеются все необходимые медикаменты для оказания помощи больным. Оперативно можно сделать анализы. У нас медикаменты мы полностью на 100% обеспечены. Нами занимается Горздрав, что спасибо большое им за это. Администрация города, они занимаются. У нас все, которые лежат в стационаре, до выписки у нас все препараты получают бесплатно. Помимо острой нехватки кадров, сама больница находится в удручающем состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте. Несмотря на существующие проблемы и возросшую нагрузку в летний период, больница справляется с объемом работы. Нала Мукба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Работа профсоюзных организаций на местах, а также различные вопросы, касающиеся сферы торговли, обсуждались на конференции Международного общественного объединения Конфедерации профессиональных союзов работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и различных форм предпринимательства. В докладе председателя Международной конфедерации профсоюзов работников торговли стран СНГ Валентины Митрофановой отмечалось, что в нынешних условиях деятельность профсоюзов отрасли направлена на дальнейшее развитие и реформирование профсоюзного движения, повышение эффективности работы членских профсоюзных организаций в вопросах социального партнерства. Именно с этих позиций проводится линия на модернизацию профсоюзного движения отрасли. В свою очередь, заместитель министра экономики Абхазии Ахра Аристава отметил, что обмен опытом из других стран очень важен для Абхазии.
хочу выразить огромную благодарность представителям всех стран, которые поддержали Абхазию, приехали к нам, присутствуют сегодня здесь. Для нашей молодой независимой республики это крайне важно. Любая поддержка, которая сегодня нам крайне необходима. В первую очередь, конечно же, это в вопросах обмена опытом. Что касается торговой отрасли, она занимает в экономике Абхазии более 50%. Сегодня правительство решает задачу по выводу экономики из тени. Это одна из главных и приоритетных задач. Между Министерством экономики, Республиканским профсоюзом работников торговли Республики Абхазия подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Мы рассчитываем на помощь профсоюзов. А перед началом конференции ее участников принял первый вице-премьер Шамиль Азмба. На встрече обсуждались вопросы работы профсоюзных организаций на местах, организация работы в сфере торговли. Позже к встрече присоединился премьер-министр Абхазии Артур Микваби, который передал приветствие участникам международной конференции, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Министр образования и науки Абхазии Адгур Кокоба примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 14 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу, 14 августа, гость студии – министр образования и науки Абхазии Адгур Кокоба. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 63 рубля 21 копейка, евро 69 рублей 68 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается относительно устойчивая погода с переменной облачностью. Днем без осадков, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 22-24, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.